Приветствую на канале Андрей. Мы продолжаем Alone in the Dark. Эдвард Карнби, французский квартал, глава 1. Мы портанулись. Давай сразу продолжаем. Нас кто-то кинуло, непонятно, вот. Получается, во французский квартал, наверное. Да. Соответственно, мы продолжаем расследовать, искать, находить, ковыряться. Не знаю. Сейчас заметил, короче, когда загрузилась игра, что контора TH Nordic, или как-то так называется, или THQ Nordic. В общем, я говорил, что она закрылась. Ну, то есть я читал, что она закрылась. Наверное, имели в виду ее. Но насколько я знаю, я играл в игры Darksiders. Это их контора. И их, по-моему, выкупили. И выкупил их Tencent, по-моему. Соответственно, если их выкупили, то игра вот эта не закрылась. Ну, в плане контора. И получается, сиквел возможен, продолжение возможно. Тем более с таким этим финансированием от Tencent. Наверное, ну, если я так понял. Я правильно понял. Вот что. Чё он толкает, а этот закроет? Что там? Шестое. Это специально что-то? Типа шестерка, она открывается постоянно ящик, смотри. Не знаю. Так, ну замка у нас ключа нету. Или здесь открыто? Нет, не открыто. Ну пойдем. Непонятно, что произошло. Как это, подожди. Первая же дверь налево говорили. Мы вообще оказались даже, да? Не в том доме. Получается. Ну да. Чего ты? Нет взаимодействия. Ну пойдем. Ни хрена себе. Тараканы. Бурили. Ни хрена там взаимодействий. Шепчет. Фу, блядь. Наверное, лучше сейчас стрелять, правильно? Это ж по-любому нападет. Это ж не... Да! Сколько надо? Господи, что это было, черт побери? Вот именно. Ладно. Кто это, блин? Ну, в смысле... Че дверь не закрывает? Обыскать нельзя? Да какой-то из растений кто-то. Может, человека поглотило? Блять. Давай. Чего им надо, блядь, 5 патронов, да? А чего у меня ближнее оружие-то есть какое-то? Он такой, слышишь, стоял, блин, главное, выглядывал. Наверное, если бы не заметил я, да, скримак? Был бы. Я это заметил, вообще. Где же много взаимодействий было, типа? Где они? Не понял, ладно. Так, мне кажется, на патронов так не хватит ни хера. Вообще-то. Нет, ну чё. Они на свет реагируют? Или мне как бы без разницы, могу бегать? Сейчас опять, да? Не знаю. Нет, вроде. Что это? Лошади какие-то. Уж.
Мне там не пройти. А нам туда нельзя, да? Ага. Хорошо. Это радиация или что? И ну, это хорошо, что не пройти, потому что хотя бы хоть какая-то линейность есть. Ты в тумане что, не видишь или что? Ну, в смысле, нет вот это как, присмотренность. Что за чертовщина? Ты про кого? А? Бля, кот этот орёт, я не знаю, аж вообще не могу. Ну да, нажимаю. Куда нам бежать надо? Да забери ты. А что? Заполнено. А как, кстати, пользоваться? Q? Тап? Нет. Тап это присмотреться. А как использовать это? Хилку? Единица? Что сделал? Он не бьет, кстати, в рукопашку не бьет. Почему? Не знаю. Здесь что? Зачем? Может. Отражение еще в стекле, смотри, есть. Мы сделали. Так, ладно, давай сюда. Красным горит. Что это? Нужно вызвать кого-то. Или использовать... Предметы можно бросать врагов или использовать для их отвлечения. Нажмите Q, чтобы быстро бросить предмет, удерживая Q, чтобы прицелиться. А какой предмет? Ой. У меня нет ничего. Это? А, да. Да все. Он проебал. Получается. Почему он не выделялся сразу, когда это? Чё фары так начали светить ярко? Не, нам, наверное, надо обшарить дом. Получается, да? Получается, да, получается, да. Опа. Топор, труба, труба. Шо? Оружие. Отлично. Где нельзя? Ты чё? А как бить-то, блядь? Оружие сломалось! Как это G? Восстанови здоровье. Почему G-то, блядь? Почему бить на F? Почему восстанавливать здоровье на G? Почему оружие сломалось? Откуда он вылез? Не понял. Так, блядь. Где хилка была, которую я не забрал? Я ж помню, была. Тут? Блядь, это бросать. Жди, пока не будет. Откуда он появился? Просто так? Телепортировался? Зачем? Не понимаю. Это типа загрузка между локациями? Или для чего это сделано? Видишь, мужик Уотсона, кстати, он кровь есть. Блин, нихера там слышишь? Не пускай их внутрь, Кампера. От них добра не жди. Ты кто? Вы хозяин этой лавки? Нет здесь никаких хозяев. А чё Мы оба так лишь приехали? гости в истории Джереми.
Это Джереми сделал? Как? Пакт с темным человеком. Джереми предупреждал, но мы не слушали. Я детектив Эдвард Карнби, нанят племянницей Джереми, чтобы его найти. Вот как? И сколько она тебе платит? $150. Ах, сегодня ночью ей отобьется каждый цент. Ты с головой дружишь, Кампера? Ключи вон у него. Иногда приходится. Думаю, Джереми затаился так, что нам его не отыскать. Ему ожерелье Джуджу путь указывает. Вуду. Талисман. Ага, колдовской оберег от мисс Джексон, что живет в конце улицы. Жрица Вуду? Да ты знаток, Кампера. Да, жрица Мамалоа. Вот, держи ключ. Я запер ворота, чтобы в ее дом не забрались упыри с гоблинами. Может, там ты найдешь что-то, что укажет путь дальше. Спасибо. Я загляну. Мама Лоа и папа Лоа есть. А папа Лоа это Бон Самди. Если что. Кто не знал. На связке 3 ключа. Один открывает дом мисс Джексон во французском квартале, 2 оставшиеся из Дерсета. От кабинета администратора и от библиотеки. Хорошо. Блядь, а как там книжка эта? Цели? Детектив Карнби Мгм. не спешил поверить в объяснение незнакомца, но других зацепок у него не было. Великан по имени Батист, похоже, утверждал, что их затянуло в другой мир, построенный из разрозненных воспоминаний Джереми. Звучало это безумно, но Что ж, Карнби 5 из не 5. мог. Детектив Как это мы это? Квартал, вещи. Детектив Карнби не мог поверить своим глазам. Представший перед ним французский квартал был темным и зловещим. Единственным признаком жизни, видневшимся с балкона Джереми, был исходящий из одинокой угловой лавки свет. Ну эту лавку-то мы и нашли, правильно? Детектив Карнби на своем веку повидал много насилия, но ничего подобного не встречал. Что это была за чертовщина? А вот какая-то чертовщина. Так, что мы тут не дочитала? Анна. По мнению Батиста, Джереми мог свободно перемещаться между мирами с помощью талисмана, полученного от мисс Джексон, жрицы Вуду, зарабатывавшей на жизни и избавлением богачей от их недугов. И, конечно же, денег. В надежде отыскать Джереми или путь обратно в Дерсета, Карнби отправился исследовать дом мисс Джексон. Батиста. Так, подфризивало чуть-чуть. Мне показалось. Давай, где я ставил? Экран. Экран? Нет, не экран. Видео. Давай вот это DLLA вырублю я. И посмотрим. Да, применить. Может, это из-за него? Потому что он отключен был, я включил сам. Блять, стоит, смотри. А что ты говори? Нет? Хотите, я вас провожу? Не, побуду тут еще немного. Ну, побудь, ладно. Все, больше ничего нет. Закрывать не буду. Иди уже. Что это? Презент. Сохраненная рептилия. Ладно. Ну чё? Ну чё? Как это? Пусто. Дверь. Нет? Нет, смотри, нельзя. Ну все, пойдем. Короче. Сюда нам надо было к уходу действия. Потому что мы с балкона якобы увидели вот это, да? Ну, блядь, смотри, стоит. Блядь, смотри. Ты тоже смотри. Ты куда смотришь? Не туда смотришь. Он не хочет.
Так, подожди. Превьюшка, не знаю. А их отвлекать же... А как я... А, типа отвлечь и не убивать, типа, может? Ну-ка. И чё? Почему он не побежал? Ну-ка. Не шевелится. Блин, это дичь вообще. Я его не убью. Оружие. А он типа не видел, да? Видел. А как? Да, патронов, конечно, тут мне не хватит. Надо, наверное, отвлекать и как-то их обходить, да? Скорее всего. Так, тут меня на туман не пустит. Таб не работает. Ничего нету. Это тоже, скорее всего. Кого? Вот. А все, смотри, перестали патроны давать. А я что такое говорю? О, патронов много дают. Спасибо. Надавали. Так надавали, что ж. Как взять? Типа в руку просто, чтобы было. Нельзя? Блять. Нельзя. Я думал, Q он возьмет просто. А Q удержать — это выбор, куда бросить. Нет ничего. Топор. Оружие. Блин, почему на F-то? Я вот, кстати, так и не понял. Зачем это сделано? Что это? Блин, здесь явно какая-то есть мелодия. Ну, типа из этих великов, там, наверное, да? Куда идти? Карта у нас как? Ага, понял. Значит, правильно? А, здесь. А, здесь нельзя. Жди. А почему там подсвечивается? Я, значит, как-то пройти-то могу. В общем. Ну-ка. Ну-ка. Ходить могу, кстати, с этой? Могу, но очень медленно. А чё стекло не разбилось? Где? Блять. Это смотрит, главное. А как оружие-то выбрать? Откуда вы, блядь, появились-то? Иди ты нахер! Да беги, блядь! Как это, блядь? Да иди ты на... Как, блядь, оружие-то выбрать? Колесико не крутится, я не знаю. Да пошли. Меня заколебал.
великан, блядь! А, пробил, работает. Как? Они просто генерируются, просто вот так вот? Как оружие-то выбирать? Просто F надо нажимать. Наверное. Ладно, все, я назад не пойду. Походу шариться просто так не получится. У меня патроны закончились. А когда они закончились полностью, что мне делать? Ну, типа, если и оружия тоже нет, то что тогда? Не знаю. Блин. Что это? Патрон. Хорошо. Бля, где-то кто-то... Вон наверху. Ты спустишься? Бля, он в дверь побежал. Он в дверь побежал. Не, сейчас выйдет, блядь. Где? А где прочность? А, он скоро сломается, он видно. Желтым горит, он справа. Все, получается все. Я не знаю. Да как это работает-то, блядь? Я не знаю, как это работает. Сюда идет? Или он не может спуститься? Я не понимаю. Как работает вот это отвлечение или что? Не совсем понятно. Их здесь много на самом деле. Но они, кстати, видишь, не подсвечиваются. Я присматриваюсь, их не видно. То есть только так, я как бы сам могу. Идет. Блять. Повезло. Ой, бля. Да я сейчас не понимаю механику немного. Что надо делать? Ну, в смысле, как работает это отвлечение? Так, что здесь? Патроны. Здесь патроны. Да? Забери! Почему? Да почему, блядь? Все, наверх. Ладно. А мне нечего-то, у меня нет, у меня нету. Так, хилиться к G. Ну здесь же никого не было. Как? Что это? Джуджу? То самое Джуджу? Посмотри, у меня почти презент какой-то собрался. Это от меня? Наверное, кстати. А сколько у них? Половина. У нас хилка давно не прокала поднять.
Узнаю это место. Спиритическая гостиная мисс Джексон. Может, она знает что-нибудь о талисмане Джереми? Детский групп. Не один. Откуда ты знаешь это место? В смысле? О, давай сразу подхилимся. Дверь это и это только. Все, еще вот здесь что? Подсказка, наверное, книжка. Или что это? Это же талисман. Точно такой же, как на рисунке. На картине. Найдите собственный талисман. Подсказка? Почему? Читать будешь? Нет. Талисман. Странный талисман, выточенный веками. Гравировки цифр, судя по всему, не более 100 лет, но основа вполне может восходить к античности. Черный солнечный камень в центре отполирован до блеска, и порой создается впечатление, что внутри него скрыто изображение. Так. Как смотреть? Почему не крутит? Раньше, ну, не то что раньше, в многих играх, типа, вот, мышкой зажимаешь, со всех сторон можно посмотреть. Или в USD. Нет, не работает, стрелки не работают. Ничего не работает. Ну, может, что-то и есть там. Непонятно, треснутый, по-моему. Что он говорит, отполированный? Треснутый. Ага. Используй талисман, чтобы вернуться в Дерсету. Я пока и не хочу. Он узнал это место. То была комната для спиритических сеансов мисс Джексон. В последнее свое пребывание здесь он пытался понять смысл осиных гнезд и конского волоса, завернутого в красный шелк. В его сознании промелькнул образ заколотой булавками мертвой женщины. Карнби вздрогнул. Нет времени думать о прошлом. Ему нужно было узнать о талисмане и вернуться в Дерсета. Так, ну ты подожди, мы пока не... Опа. Думаю, это предназначено для талисмана. Да блять! Подожди. Назад. Я-то думал... Нет. Я думал, как он вернется. Да это я понимаю, не надо мне сейчас подсказать. Нету ключа у меня, да? Е же жму. Почему нет? Не работает. Не работает. Все? То есть я и назад не смогу вернуть? Зачем мне назад? Не пойду назад. Тут закрыто тоже, да? Ручки нет. Почему там не открывается? Или у меня ключа нет? Типа? Не жмется. Вот смотри, я жму, не жмется. Это странно. Ладно. Так, у нас... где у нас цели было или где? Не в цели. Это, да? Да. Получается... Этап. 1. Правильно ж? 1, 2, 3. А вот тут что-то старт. А почему не переводится? Талисман с черным солнечным камнем — древний навигационный инструмент, который был найден внутри Шайнер вдоль Байо-Тонкре. Старую могилу вскрыли нефтяники, и, как говорят, из нее вырвался бродячий дьявол и убил нашедших. Если верить Штерну, чтобы перебросить мост между грезами и памятью, нужны 3 цифры. Не там, где я хочу быть, но хоть что-то для начала. 3, 5, 8. Ну это я увидел, а как это в смысле здесь? Я думал, здесь отмечено будет. А здесь отмечено только вон единица, двойка, тройка. Ладно. Давай. Думаю, тут нужны числа. Что-то вроде координат.
Возможно, я найду что-нибудь в записях Джер. Да это я уже нашел. 3, 5, 8. Он что-то показывает. Какое-то место. И где же оно? Ну, картина. Так это ж вон там, где у наша Эмили. Да? Ха. А, да. Больше ничего не появилось? Я думаю, чё не открывается? Детектив, а я-то думал, когда вы соизволите показаться. Миссис Томпсон сообщила о вашем приезде. Как я понимаю, вы работаете на племянницу Джереми Хартвуда. Ну, да, наверное. То есть... Вы Грей? правы. Мы приехали навестить ее дядю, но я никак не ожидал... Не ожидал всего этого. Вы доктор Грей, верно? Верно. У вас есть какие-нибудь документы, детектив? Не люблю я, знаете ли, когда посторонние суют свой нос в мои дела. Детектив Эдвард Карнби, Декейтер-стрит, Новый Орлеан. И как вам французский квартал? Старинная архитектура улочек, культ Вуду, Юморист. гангстеры. Уверен, жить там крайне увлекательно. Не настолько, как кажется, док. Просто пытаюсь заработать на хлеб. Как и все мы. Зарабатываем на хлеб. Что же, добро пожаловать в Дерсетто, детектив. Надеюсь, вы с пользой проведете здесь время. Чем я могу вам помочь? Где мне найти Джереми Хартвуда? Недолгий тогда вышел бы визит, а? Хотел бы я рассказать, однако, боюсь, я не знаю. Выпейте, детектив. Можно бренди. Оу, во французском квартале вам самое место. Арманьяк или коньяк? Плесните того, что подешевле. Я небольшой ценитель. Заниженные стандарты отнюдь не добродетель, детектив. Поглядим, удастся ли мне расширить ваш кругозор. Что вы можете рассказать о Джереми? Мне определенно не хотелось бы вдаваться в детали о его состоянии. Врачебная тайна, знаете ли. Уверен, вы понимаете. Конечно. Но ведь он не в себе. И он пропал. Почему? Вот, попробуйте. О, неплохо. Резко так. Это называется сайдкар. Фокус в том, чтобы не жалеть лимонного сока. Но, ради бога, не переборщите с ликером. Итак, что вы можете рассказать о Джереми? Что ж, дайте подумать. Говорить Весьма когда? беспокойный пациент переживает о событиях, которые должны были произойти согласно его восприятию неизбежности судьбы. Постоянно жалуется, что все идет не так, и что некоторых вещей попросту не должно быть. Ну как, полезная информация? Да, не особо. Я скорее надеялся понять, где его искать. Боюсь, здесь я вам не помощник. Поговорите с моими санитарами. Они ищут его уже какое-то время. Уверен, ваша помощь им не помешает. Да, я уже встречался с Батистом. И, кстати, возможно, он дал мне зацеп. О, великолепно. Ваше расследование идет полным ходом. Мне пора. Уверен, мы еще встретимся. Жду с нетерпением. Удачи. Голова 2. Я что-то не понял. Мы портанулись. Диалог. Не подфризивается, ну смотри. Троить Детектив начинаю. Карнби, как вы... Куда вы подевались? Беседовал с доктором Греем. Вы просто исчезли. Нет, все не так, как вы думаете. Скажите, вам ничего в этом месте странным не кажется? Да. Все здесь невероятно уклончивы, и я не могу понять, почему. Нет, я про вещи, которые невозможно объяснить. Нечто паранормальное. Детектив,
Пожалуйста, постарайтесь взять себя в руки. Одна я не справлюсь. Забудьте. Я разберусь. Актриса в этих острых козырьках, она не снималась? Хотите пообщаться с доктором Греем? Нет, хочу кое-что проверить. Думаю, с этим талисманом я смогу отследить Джереми до места из книги. Как оно называлось? Не помните? Что-то на испанском. Таруэлла. Точно, туда мне и надо. Детектив, вы в порядке? Ну, уже шить начал. Да, разумеется. Идите, поговорите с Греем. Встретимся позже. Так что их... Сейчас послушаю. Этот Что- талисман в мгновение ока перенес меня из французского квартала. Если Джереми перемещается так же просто, то он может оказаться сейчас где угодно, даже в Таруэле. Но если может он, то могу и я. Надо лишь выяснить, как работает этот талисман. Всё? Так вот. Блять, сбил меня. Блять, в смысле? Откуда Грей знал, что мы вообще в целом исчезли и появились во французском квартале? Но при этом этот Грей знал и про Батисту, и про квартал. Он еще и подколол нас, типа, там вы там по французскому квартале что-то. И этот знал место ему похожее, откуда это было. Почему? Ну, странные сейчас вещи происходят. Нет. Ну. Это что, звонок? Блин. Что это? Печать. Нормально. Пропавшие дети. Приемник не врубаем. Что еще? Что еще? Не, подожди, туда не пойдем. Блин, что так фризит? Переходы между локациями фризит. Ой. Вот. А, мы не послушали. Ну ладно, сейчас. Сказка. Я увидел вашу записку в котельной. Знаете, что мистер Ченс не вернется. Я и сам не должен быть здесь, но вы можете взять вентиль из винного погреба, если хотите остановить вырывающийся наружу пар. Будьте осторожны. Винный погреб, вентиль. Мне нужен ключ. Нет, не подходит. Чё это? Это комната номер 6. Ладно. Здесь что? Подсказка. Доктор Элмор Легрей, главный врач Дорсетто. Бухгалтерией и всей административной работой занимаюсь я, Пол Уэйтс. Магдалина Томпсон, или Мэг, отвечает за хозяйство. Жан-Батист и Шарлотта Тебуа отвечают за медицинский режим гостей. И, наконец, Джек Ченс, наш садовник, которого время от времени можно встретить в оранжерее. Но по большей части он работает на улице. В Дорсетто сейчас 6 гостей. Малкольм Маккарфи и Рут Телланд обитают на первом этаже. Джереми Хартвуд, Элизабетта Перози, Грейс Сандерс и, конечно, Кассандра Боригер живут на втором. Короче, это пациенты, все, кого он перечислил. А Жан-Батиста Табуа и Шарлотта Табуа сотрудники. Батиста в 5-й комнате и в 9-й его жена. Или сестра, может. Если бы жена, наверное, в одной жили, не знаю. Ищу подсказку. Пол, вы были правы по поводу блюд и часов в котельной. Их повредили намеренно, и, кажется, я знаю, кто. Это связано с приступами Джереми и его исчезновениями по ночам. Сейчас важно, чтобы вы начали искать любые куски. Я хочу понять, получится ли починить блюдо. Дайте знать, если найдете. Лотти. Сказать Лотти, чтобы осмотрела колодец в городе. В каком городе? В огороде. Ну там, кстати, были какие-то. Вот, наверное, может и есть пластины, получается. Так. Ну-ка, здесь еще что у нас?
Блин, столько всего сейчас здесь, наверное, будет этих подсказок. Презент. Тест Роршах. Что мы там видим? Как посмотреть? Не знаю. Нет, внутрь этой штуки мне никак не попасть. Оставлю ее в покое. А, то есть мы пока не знаем, получается, да? Ну, гад. Нет, внутрь Да этой это не штуки про мне это никак не хотел. попасть. Оставлю ее в покое. Не... Идем сюда. Да не, Нет, это же мы. внутрь этой штуки мне никак не попасть. Оставлю ее в покое. О. Чё это? Играй. Кассандра Боригар, любимая всеми писательница. Очень интригует, правда? Что указать в качестве всё не причины запомнил. поступления? То, что сказал нам ее агент. У Кассандры творческий кризис, а ей нужно дописать сценарий фильма до конца июня. Мистер Шардо предполагает, что злоупотребление барбитуратами сдерживает писательницу и подвергает риску ее карьеру. Как опишем ее личную историю? Кратко. Кассандра Боригар — любимая всеми писательница криминальных романов, которой из бедной девушки удалось стать звездой. 5 лет назад она попыталась покончить с собой, прыгнув с балкона. В результате мадам осталась калекой и сейчас большую часть жизни проводит в инвалидном кресле. Что насчет диагноза? После попытки самоубийства Кассандра страдает от хронических болей в спине. Она колет себе морфин, чтобы оставаться в тонусе, но развилась зависимость, а желаемого эффекта больше нет. Злоупотребление наркотиками затуманивает разум. Ей трудно сосредоточиться на реальности. Чтобы спастись от этого, Кассандра сочиняет истории, заполняя пробелы в собственном мыслительном процессе, напоминает синдром Корсакова. Браво, доктор. Какое планируете лечение? Сперва нужно избавить ее от наркотической зависимости. Надеюсь, это решит и проблему с компульсивной ложью. Затем рассмотрим вариант окончательного избавления от боли в спине хирургическим путем. И, наконец, разберемся с суицидальными мыслями. Великолепно. Июнь уже близко, и я очень надеюсь, что она скоро поправится. Мы сделаем все, что в наших силах. Блин, вот. Короче, это все пациенты, правильно? 6 страниц, да? Угу. Грейс Сондерс, Малкольм Маккарфи, Элизабет Перрози, Рут Телленд и все. Про всех, мне кажется, нужно... Когда столкнемся с комнатой, вот будем обыскивать, заходить в комнату, наверное, тогда я буду включать вот эту херню, надо запомнить. Потому что сейчас долго это. Долго. Тут данные обо всех пациентах. Вот только Джереми нет. Потому что Джереми не пациент. Может, ты Джереми, блядь? Нейтан, ты чё, я ничего не ждал. Ну давай вот это что. А, ключа. Мне нужен ключ. 6-й у нас кто? Как? Блядь. Ой, бля. Вот. Элизабет Перрози. Надо будет почитать. Вот здесь. Досье пациентов. У нас ключ от Элизабет Перрози есть. Правильно? Правильно. Здесь это Грей, да? Не понял. Ладно. Почему? Заколочено. Ну там... Ах, стой, как у нас карта? Головоломка. А я войти не могу, кстати. Комната Лотти. Здесь все. Здесь процедурно-приемно все. Мне надо вот кабинет администратора. Там головоломка. Как это, блин? Да. А, так
Там же закрыто, да? Ну да, здесь этот сейф. Понял. И запертая дверь. Хорошо. А нам надо на второй этаж. Скорее всего. Пойдем сходим. Удерживайте, чтобы открыть карту. Карта дополняет информацию, включая закрытые двери и неразгаданные головоломки. Но я уже понял это. Я уже понял. Сменить этаж. Стрелка. Батиста, Пирози. Вон Пирози. Джереми Хартвуда. У меня там еще, да, не исследовано. Пойдем на второй этаж. Первая у него налево же была, да? Чё это, блядь? Чего так подфризивает? Загрузка между чем? Где-то я читал. Ладно, не потом. В следующей серии я перед записью. И все? Что ты можешь сказать? Ага. Блять! Простите, детектив, не хотел мешать правосудию и все такое. Ничего. Знаете, у меня ведь собственное дело о пропаже. Я хотел спросить, не видели ли вы Грейс, девочку примерно такого роста? Не могу сказать, что видел. Почему Не спрашиваете? Я как раз ее ищу. Она что, в беде? Нет. Просто прячется где-то. Нечего шалопаем вроде нее бегать повсюду без присмотра, особенно в нынешние времена, сами понимаете. Но я ее не видел. Дайте знать, коли найдете. Я буду неподалеку. А я стану посматривать за вашим человечком, Джереми. Вы помоете руку мне, детектив, а я вам. Запись какая-то. Маккарфи Блядь, напомнил Карнби старого Детектив Карнби рад был вернуться в Дерсета, но ему не терпелось проверить свою гипотезу. После посещения зловещего мира, замаскированного под французский квартал, записи Джереми воспринимались гораздо более буквально. Что если с помощью талисмана он действительно посетил описанные в книге места? Карнби был уверен, что так и есть. Джереми в Дерсета просто нет. Он прячется в одном из миров. Чтобы его отыскать, Карнби нужно исследовать старые часы с котлом и узнать, при чем тут они. Так, я их видел. Так, где они? Возле лестницы какой-то были или что? Маккарфи напомнил Карнби старого пропойцу, которого он когда-то знал, и презирал. С этим ничего не поделаешь. Не просто будет Маккарфи заслужить расположение детектива. Так, у нас задача найти часы, которые упоминаются в блокноте, найти котельную Дерсета, которая упоминается в блокноте. Узнайте, что известно Перрозе. Исследуйте колодец в огороде. А у нас... Так, где мы еще? А, первая налево, вот карта. Ну давай ее исследуем, и, наверное, на этом мы и закончим. Если опять же кто-нибудь нам не помешает сейчас. Кажется, тут все вернулось в норму. Мы здесь ключ, да? Батиста не подходит. Это не подходит. Что еще? Вот тут что? Подсказка. Эмили. Эмили здесь. Эмили здесь. В смысле, с которой мы приехали, Эмили? Или что? Наверное. Ну-ка. Все? Не все, потому что сундук, да? Да. И здесь коридор еще. Ну, давай коридор исследуем, чтобы синим загорелся. Надеюсь, здесь же загадок нет прям. Чтобы спокойны были. Двери не открываем, но зато лутаем все, что есть. Так. Что тут?
Ничего? Как это? А, у нас хилка, наверное, полная, поэтому ничего. Опять ничего. Все? Ну-ка. Да. Так, ладно. Получается, что мы? Подожди, в галерее что? В галерее не все. Пойдем выйдем. Чуть завалено тут все непонятно. Что в галерее-то не все? Сплошная грязь. Больше похоже на гниль. Где? А, вот это? Ну давай. Видимо, это те самые часы, о которых Джереми писал в своем блокноте для Для записок, да. Выглядит точь-в-точь, как то блюдо с талисманом в спиритической гостиной. Но оно разбито, и некоторых осколков не хватает. Так у нас что? Все? Ничего не сделаем. Да. Так, ладно. Это куда? Гостиная. Пойдем, сходим. Мне нужен ключ. Так а как это? Чик. А, этой, наверное. Логично. Скорее всего. Мне сейчас нужно, получается, вернуться в колодец туда, в огород. Как я к нему-то прошел, я не помню. Библиотека. У меня есть ключ. Комната Лотти. В библиотеку, получается, надо идти. Бежим быстро. Ты чё, блин? А тут я могу что-нибудь сделать? О, как можно было, да, поставить? Типа быстрый переход. Подожди, не, давай сначала туда сходим. Правильно? Нет, неправильно. Сюда. Сюда? Нет, не сюда, а вот сюда. Надо лестницу поставить. И на этом мы закончим. Ну, еще колодец посмотрим. Закрыто. Были? Были. Были? Блять! Чё это? А как это я пропустил? Не понял. Вот. Подожди, я здесь был. Не-не-не-не-не. Что вы забыли на моей кухне? Уверяю вас, нет. Простите, я не Клянусь хотел. вам, Я мистер просто ищу- Хартвуда на моей Послушайте, кухне нет я- и не будет. И вас быть не должно. Не заставляйте Я меня не хотел, вышвыривать вас. простите. Убирайтесь! Ай, Че за коты были? Ну подожди. Карнби был в шоке. Да подожди ты. Если бы не коллекция необычных статуй, старые астрономические часы притягивали бы к себе все взоры. Карнби обратил внимание не на замысловатый часовой механизм, а на странную панель внутри. Она напомнила ему о ритуальной скамье в комнате для спиритических сеансов мисс Джексон, где он с помощью талисмана открыл проход обратно в Дерсетта. Детектив хотел попытаться повторить процедуру, но обнаружил, что внутренняя часть панели отломана. Ему придется найти
недостающие части, чтобы ее починить. Ну, найдем, наверное. Карнби был в шоке и в то же время немного смущен. Обнаружив детектива на кухне, экономка пришла в ярость и прогнала его прочь. Было в ней что-то странное, но, казалось, к делу оно отношения не имело. Не Поэтому он решил оставить женщину в покое. Не, это все херня. Она тут точно замешана. Ну-ка, подожди. Я ж не пройду. Ну да. Все. Я ж через кухню проходил. Ты чё, гусыня? Что-то не исследовано, какие-то дверь закрыта. Но я не могу ее открыть, правильно? И здесь заблокировано. Давай в эту комнату спущусь. Сейчас посмотрим, что я не помню, что здесь за загадка. Может, я реально что-то не... А, это все там, ну, у нас не открыто было. А здесь что я не исследовал? Вот в этой, смотри, конкретно. Вот здесь. Дверь вот эта, что считается? Наверное. Мне нужен ключ. Не подходит. Ладно, давай разберемся в следующей серии, тогда получается. Скримака не было, но немножечко дернулся из-за того, что я на самом деле ожидал, какая-нибудь херня сейчас выскочит, а выскочила экономка. Ну, экономка тоже херня, но нет, не херня. Мы уважаем любой труд, экономка молодец. Но там кошки орали. И у меня кот орет. Это не совпадение. Поэтому продолжим. Не знаю, пока непонятно, но продолжим. Будем смотреть. А вот. Подожди, ну как-то вот так, не так. Так. Вот так. Так. Вот так. Продолжим смотреть. С монстрами непонятно, как они спавнятся. С историей тоже не совсем понятно. Что-то наш вот этот вот... Как его зовут, я забыл. Помнишь, что Эмили? Да? А этот... Короче, будем его Харбором звать. Он же Харбор. Дэвид. Что-то он как-то мутный. Теряет рассудок, походу, или бешеный, сумасшедший тоже какой-то непонятный. Наверное, он этот... Он ведомый. Его очень легко сбить с толку чем-то. Там гипноз и так далее, наверное. Не знаю. Смотри, разминается. Ты разминайся, патрон только собирай, ладно. Смотрим. Будем дальше. В третьей серии. Ссылочка на плейлист в описании под видео. Подписывайся, пиши, смотри, ставь лайк, дизлайк. Не ставь. Ну, если хочешь, ставь. Ну, если прям уж надо, ну, что поделать. Вот. Мысли, советы, подсказки. Ну, прям спойлеры не надо, главное. Спойлеры не надо. Никогда в жизни не буду читать. А если прочитаю, все. Вижусь, заблокирую, не знаю. Блять. Буду ругаться жестко. Поэтому до скорой встречи в следующей серии Alone in the Dark. Пока.